Я бы для города, чтобы сделал, завалил бы его мясом. Алексей Заикин – фермер-овцевод. В Атаре 2000 голов. Это самое крупное хозяйство республики. Начинал с 300 барашков, за 4 года смог расшириться и построить убойный цех. В планах еще перерабатывающий комплекс. Главная проблема, говорит фермер, оформление земли. Прежде чем с чего-то начать, нужно с земли, естественно, начать. И там масса противоречивых подзаконных актов и даже, в принципе, и законных, законодательных основных законов. Многие из этих моментов, они противоречат друг другу. В хозяйстве Слесаревых 300 коров и 1200 гектаров земли. Расширить производство есть все условия, говорит фермер, но нет кадров. На сегодняшний день у нас средняя зарплата, например, если 27 тысяч по нашей, у нас конкретно, да, есть 2 трехкомнатные квартиры, отремонтированные, закрытые стоят, нет специалистов. Не только сельское хозяйство, но и оказание услуг производства на встрече предпринимателей из разных сфер бизнеса. Что мешает им зарабатывать больше? Вопрос уже к самим предпринимателям. Отсутствие кадров, высокие проценты по кредитам, неподъемные тарифы ЖКХ, трудности в реализации продукции. Но все же главное, отметил глава района, это земля. Нет земли в городе, она либо у частных лендлордов, которые тянут без проблем высокую фискальную нагрузку и при этом ничего с этой землей вообще не делают. Либо это земля, которая сегодня муниципальная, она вся в охранных зонах. То есть, куда ни сунь, мы даже не можем детские сады разместить, не говоря уже о каких-то инвестиционных проектах. Как снизить барьеры для бизнеса, обсуждают эксперты, наставники, бизнесмены, чиновники. Альметьевск – один из 15 районов, которые вошли в пилотный проект республики. Через него изучают деловой климат и выявляют барьеры, мешающие развитию бизнеса. Первый этап – это глубокое интервьюирование ваших предпринимателей по поводу вопросов, связанных с ведением деятельности. Какие сложности, какие проблемы на территории муниципалитета у них есть, которые мешают развитию деятельности. Учить бизнесу со школьной скамьи, создать учебно-производственные комбинаты, дома предпринимателей и совместно обсуждать проблемы. Идей немало. Ребята говорили о нехватке, в принципе, каких-то событий для предпринимателей. О том, что нет хотя бы одного большого, хоть раз в год события, в котором собирается, например, Республика Татарстан, может быть, с приглашением российских предпринимателей. Молодые предприниматели сегодня предложили создать канал коммуникации, общаться с властью через Инстаграм и другие соцсети. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.